Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Республика Татарстан. Позвольте представить вам опыт Института развития образования в реализации госпрограммы развития образования по работе со школами с низкими результатами обучения. История участия Республики Татарстан в этом мероприятии начинается с 2017 года. В этом году приняло участие всего 15 школ, а с 2018 года количество увеличилось до 71, и эта цифра является неизменной. И в предстоящие 3 года мы также выиграли конкурсный отбор. Количество школ-участниц будет 71. И неизменным остается также участие в программе кадетских школ. Их всего в Республике Татарстан 15. Участие в этом мероприятии несет большой социальный смысл. И наша с вами цель, чтобы школы достигли единственного возможного результата – перешли в режим эффективного функционирования. Большинство мероприятий носит уже традиционный характер, и ежегодно мы проводим консультации с руководителями и с педагогами, тьюторское сопровождение школ, много семинаров, мастер-классов для различных категорий педработников. Здесь и учителя-предметники, и учителя начальных классов, конечно же, руководители. В этом году мы также усилили воспитательную составляющую, большую работу проводим с педагогами, психологами и с классными руководителями. Помимо этого, нам до конца года предстоит провести конкурсный отбор школ, продемонстрировавших высокие результаты обучения и получившие позитивный опыт перехода в режим эффективного функционирования по итогам участия в этом мероприятии. В этом году мы немного сместили акценты. Если до этого мы больше работали с учителями-предметниками, то с этого года большой фронт нашей работы занимают руководители образовательных организаций, и мы это сделали целенаправленно и попытались взаимодействовать с ними через различные формы работы, через тренинг-диагностику по развитию и совершенствованию компетенций руководителей, через курсы повышения квалификации, где итоговой аттестацией стала защита проекта программы развития образовательной организации. Поэтому, помимо этого, была проведена стратегическая сессия, и еще предстоит провести семинар «Особенности организации сетевого взаимодействия школ и способы их решения». Несколько подробно остановлюсь на тренинг-диагностике по развитию и совершенствованию компетенций руководителей. Помимо того, что основная цель – это, конечно же, выявить их компетенции руководителей, наиболее успешные и западающие компетенции. Целью было еще и то, чтобы руководители получили позитивный опыт решения управленческих задач. И, конечно же, основной результат – это умение квалифицированно разрешать возникающие перед участниками управленческие проблемы и принимать взвешенные управленческие решения. В тренинг-диагностика оценивала следующие компетенции. Это умение планировать, ориентироваться на результат, умение работать в команде, взаимодействовать эффективно, лидерские качества. Также очень важно было нам оценить умение управлять исполнением и мотивацией подчиненных. По итогам тренинг-диагностики каждый участник получал индивидуальный отчет. В отчете были представлены те компетенции, которые показал руководитель, и к этому отчету также предъявлялись несколько требований. Этот отчет должен быть строго конфиденциальным, и его не рекомендовалось использовать по истечении 2 лет, так как компетенции, мы с вами понимаем, что это достаточно быстро либо развивающиеся, либо быстро изменяющиеся, и в течение 2 лет они могут претерпеть значительные изменения. В структуре отчета, помимо различных диаграмм, гистограмм и графиков, присутствует несколько разделов. Во-первых, это отчет по оценке отдельных компетенций, рекомендации по карьерному продвижению, распределение по группам и рекомендации по личностному развитию. Вот на этом слайде вы видите один из образцов диаграммы и рекомендаций для руководителя. Мы видим с вами, что желтые кубики, они представляют собой
отдельно взятую компетенцию, а цифра, которая на ней указана, указывает на уровень развития компетенции по результатам оценки. Что значит желтый цвет? Желтый цвет значит, что данный руководитель находится на уровне компетенции на уровне развития. И это мы с вами понимаем, что это требует для непосредственно руководителя проведения большой работы прежде всего над собой. И тренерами дается рекомендация для развития руководителя в определенных областях и рекомендации по подготовке по некоторым направлениям. Например, данному руководителю необходимо развивать свое стратегическое мышление, тайм-менеджмент, применение инструментов мотивации персонала и так далее. Следующая форма работы, которую мы применяли, это стратегическая сессия. Стратегическая сессия на сегодняшний день – это один из самых популярных видов работы, и не только с отдельно взятым руководителем, но и формата корпоративного обучения. И для нас было очень важно интегрировать стратегическую сессию в процесс обучения и не делать из этого какого-то значимого события. Мы хотели, чтобы руководитель понимал, что процесс стратегирования – это не процесс единоразовый, а стратегированием руководитель занимается фактически ежедневно и по любому возникающему вопросу. А когда стратегирование проходит вместе с коллективом, это, конечно же, имеет еще больший эффект. И последнее мероприятие, которое нас ожидает в этом году, это конкурсный отбор школ, которые продемонстрировали высокие результаты обучения и приобрели позитивный опыт перехода в режим эффективного функционирования. Для обеспечения максимальной объективности мы сегодня проводим мониторинг деятельности организации по нескольким направлениям. Это мониторинг результатов и динамика результатов федеральных оценочных процедур, участие в олимпиадном движении, активность взаимодействия со школами-партнерами, так как у каждой школы с низкими результатами заключен партнерский договор с более успешными школами. Также проводим мониторинг социально-педагогической ситуации. Помимо этого, по итогам курсов повышения квалификации руководителями были представлены программы повышения качества образования. Они также являются одним из, так скажем, критериев определения успешности школы. На самом деле, проводя не точечные мероприятия, а мероприятия в определенной логической последовательности для определенного контингента, мы имеем большое проблемное поле и смотрим на него с различных точек зрения, с различной высоты. И сами руководители и участники могут лучше понять свои дефициты и принять меры по их устранению. На экране вы видите, какие проблемы чаще всего мы выявляем при проведении тренинг-диагностики и стратегических сессий. И этот процесс, в общем-то, не заканчивается завершением мероприятий. Наша основная задача – настроить руководителя на то, чтобы он занимался самообразованием, развивался и развивался не только сам, но и мотивировал к этому коллектив. Но не хочется завершать свое выступление на проблемной ноте, а хочется поздравить всех с наступающим Днем Учителя и пожелать всем профессиональных успехов. Спасибо за внимание.